Саклау һәм үстерүгә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Наша пресс-конференция будет на 2 государственных языках. Пресс-конференция о сохранении и развитии пчеловодства в Республике Татарстан. И я представляю наших гостей. Миннебаев Марат Марсович, генеральный директор ГВО Управления аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан. Хайруллин Шавкат Нуриахметович, председатель РОО «Пчеловоды Татарстана». Гамиров Алмаз Гаязович, юрист РОО «Пчеловоды Татарстана». Крюков Дмитрий Анатольевич, член Совета РОО «Пчеловоды Татарстана». Бірінші сұрауны Марат Марсович сізге береміз. Первый вопрос вам. Вот объясните, пожалуйста, как обстоят дела сейчас с пчеловодством, какие решения приняты в этом году и в прошлых годах. Добрый день. На сегодняшний день мы уже с 2020 года для оперативного оповещения всех пчеловодов в районах создали WhatsApp-группы. В этом году и также созданы комиссии оперативные, чтобы выезжали при случае выявления отравления, выезжали на пасеки для изъятия проб, последствия передачи в лабораторию. В этом году то же самое мы возобновили эту работу для облегчения работы. Также вот сами видите, какая погода за окном, то есть очень и аграрием, то есть нелегкие дни идут. То есть приходится определенные культуры обрабатывать определенными химикатами, которыми невозможно иными химикатами обработать, чтобы вот даже, например, от капустной моли есть определенные нормы, то есть для этого в связи с этим и осложняется работа для пчеловодов. На сегодняшний аграрии везде группа работает, комиссия работает, выезжает в случае при заявлении на пасеке, обследует. Есть определенные нюансы, но вроде взаимодействия, по крайней мере, есть в некоторых районах, да, в общем работа сложена, и аграрии и пчеловоды между собой ведут тесный контакт и работают совместно. Рахмат, біздің әлі сұрауларымыз болар. Шавкат Нуриахметович, міне биыл Татарстанның қайсы райондарында бал құртлары, өлу ұшырақтары күзетілді, шулар хақында сөйлесеңіз. Ассаламу алейкум, мир вам, уважаемые товарищи, представители четвертой власти. Хочу, во-первых, поблагодарить вас. Благодаря вам мы в прошлом году смогли сбить эту волну отравлений. Очень важная встреча. Мы контактируем с очень многими СМИ, к нам выходят, мы открыты. Хочу поблагодарить, отметить последнюю статью в «Вечерней Казани». Очень смелая и правдивая статья. Спасибо им огромное за то, что осветили этот вопрос, потому что не всегда получается эту озабоченность довести до высших руководителей, потому что от них очень много зависит. Газеты читают все, телевидение смотрят все. Очень большую, огромную работу вы проводите, поэтому спасибо вам большое. И что хочется сказать, я хочу обозначить районы в такой красной зоне, которые находятся. Это проблематичные районы. Начну с Арска. Арск, конечно, я хочу сказать, печально то, что случилось в Арске, потому что это район с высокой культурой земледелия. У нас очень хорошие контакты в районе с руководителями района, и глава, и руководитель районный сельхозуправления постоянно бывает в наших совещаниях. Никаких проблем не было. Удивительно, конечно, вникать стали, что характерно во всех районах. Кому принадлежит предприятие? Это северный, бывший глава района,
уважаемый товарищ Мингазов, можно сказать, Авет, вот характерная черта, где проходят потравы, или это бывший глава, или это бывший какой-то руководитель, но местные олигархи, вот получается, вот эта характерная черта. Вот Муслимова, проблема с хозяйством, с агрофирмой «Август». Это инвестор наш российский, московский инвестор. И есть агрофирма «Туганняк». Это челный хлеб. Из года в год вот, получается, пока это, конечно, там отравление 2-3 человека, вот нет таких масштабных, как в Тетюшах, слава богу. Мамадыше, программа. В 2019 году там самые масштабные потравы были в Мамадыше. В прошлом году удалось сбить, но в этом году тоже вот пчеловоды постоянно звонят, жалуются. Пестрицы позавчера прошли потравы тоже, 90 пчелосемей одного пчеловода погибло. И буквально вчера получили сообщение из Буинска, обратно то же самое, у пчеловода сам лежит в больнице, позвонил, пожалуйста, помогите, погибают пчелы. Вот Марат Марсович сказал насчет оповещения. Вот Марат Марсович, буинских пчеловодов потравили обратно из Тетюшского района, пришла беда. Не было оповещения, человек не знал, что вот оповещают. Вот у нас просьба есть, Марат Марсович, нужно районы не контактируют между собой. Вот сейчас такая проблема настала. Допустим, в Буинском районе оповещают, а хозяйство, пчеловод, который прямо на границе с Буинском, или Тетюшка оповещает, вот в этом примере Буинские на границе стоят пчеловоды, они не знают и попадают под потраву. Вот мы просим, Марат Марсович, нужно открыть доступ эти группы оповещений для всех пчеловодов соседних районов, если возможно. Само вот оповещение, что оно дает, это получаем информацию о том, что конкретные предприятия собираются проводить обработки. И что там должно быть в оповещениях? Они должны там писать место, время, какой препарат применяется и когда собирается проводить обработки. И вот, к сожалению, мы до сих пор не можем отработать и им таблицу скидывали, но или место не бывает, или время, или препарат стараются применять такие, которые уже от них не спастись. И хочу поблагодарить, конечно, вот по нашей просьбе Минсельхоз создал оперативный штаб под руководством заместителя министра Гарипова Ленара Наилевича. И получая эти сообщения, мы переправляем в эту группу. Эта группа WhatsApp работает оперативно. Я еще буквально вчера вот заехал к нему, он сказал, 24 часа я доступен. Он сам лично выходит на связь, и Марат Марсович постоянно так ведь выходит в этом нерадивым руководителем. Также есть группа в WhatsApp с участием министра Марата Азатовича. Он тоже в курсе, читает наши сообщения. Вот это взаимодействие с Минсельхозом выстроено на сегодняшний день, но есть вопросы, которые из года в год пока остаются нерешенными. Вот что показывают вот эти потравы. Вот на сегодняшний день в республике нет лабораторий, где мы можем провести обследование вот погибших пчел зеленой массы. Нет аккредитованной лаборатории. То есть, получив оттуда заключение, мы не можем как доказательство предоставить это в суде. И проблема, оказывается, это по всей России. Сейчас вот общаемся с коллегами в регионах. Вот, или в Алтай придется, или еще куда-то придется отправлять. Вот это тоже большая проблема. Большая проблема. И хочу остановиться о вреде. Вот сегодня мы говорим о гибели пчел, о вреде, который получает конкретный пчеловод. Но фактически, вот, применяя эти препараты вот, бездумно, бесконтрольно,
погибают не только пчелы. Мы за пчелами наблюдаем, но погибает все живое, что находится в этом поле. Погибают ежи, погибают все насекомые. Вот их никто не считает. Никто не считает. Вот есть статистика американская. У нас, естественно, есть такое. Вот есть статистика американская. В Соединенных Штатах ежегодно вот из-за отравления пестицидами погибает 72 миллиона птиц. Вот подумайте-ка, 72 миллиона птиц. Вот это сколько, это даже предоставить, наверное, трудно, да, 72 миллиона птиц. Это ежегодно погибает. Это значит, и у нас погибает. И у нас тоже погибает. Мы вот видим вот в пасеках, как погибают ежи. Прилетает отравленная пчела, погибают ежи, которые там обитают, поедают этих пчел и погибают тоже. Вот мы то что-то видим. Вот это огромная проблема. И очень... Вот есть такая диаграмма. Вот тоже это статистика американская. Вот в 90-м году они взяли количество детей от 6 до 21 года, которые болели аутизмом. Около 10 тысяч рождались детей, которые болели с аутизмом, так ведь, в 90-м году. И по мере роста применения вот этих пестицидов, вот показано в столбике, и вот параллельно растет количество детей, больных аутизмом. И знаете, в 2010 году сколько их? 450 тысяч уже детей. Вот с 90-го за 20 лет вот какой рост заболеваемости. Это рост сердечных заболеваний, это рост раковых заболеваний. Вот это тоже вот за 30 лет они же, вот мы же знаем, знакомые наши болеют, наши родственники, это очень опасная болезнь, неизлечимая. Вот причина всему оказывается вот эти пестициды. И вот этот, допустим, глифосат, который применяют для борьбы с сорняками, он не распадается в земле, он попадает в почвенные воды и накапливается в земле. И прежде чем обработать, земледельцы обязаны проводить анализ почвы. Вот этого не проводится. Вот оттуда вот они, вот, возможно, причины отравления, если даже применять пестициды, допустим, пестициды разделяются на 4 класса опасности. Есть первый, второй класс опасности, если их применять, это уже хоть ночью, хоть днем, все, ничего живого не остается. И они действуют до 20, до 30 дней, если есть системные, вот, которые впитывают растения. Растение впитывает, потом даже при утренней росе туда попадает роса, если пчела берет оттуда воду, и пчела запросто может погибнуть. Если берет оттуда нектар, даже после обработки, допустим, 10-15 дней тоже погибает. Вот важно, чтобы вот такие не применяли. И вот закон о пчеловодстве вступает в силу. Мы тоже участвовали при подготовке, это я говорю про российских пчеловодов, у нас немножко отойду. Вот, в марте месяце мы создали Союз пчеловодов России. Мы ездили в Москву, учредили Союз пчеловодов, есть и в Татарстане есть свой филиал Союза пчеловодов России. И у нас есть... Им совместно с нами Минсельхоз России создал рабочие комиссии, нас выслушивают, мы свои претензии какие-то выставляем. Это особенно вот когда готовили правила вот зимой же было, в зимний период вот такой нашумевший правила, которые хотели внести Минсельхоз, правила, ветеринарные правила, по которым запрещалось размещение пасек близ болот. Если рядом, допустим, сосед держит кур, уже запрещалось держать пчел. Если рядом 100 метров до образовательного учреждения, запрещалось держать пчел. Это вот такой нашумевший скандальный был вариант ветеринарных правил. Вот нам удалось со всеми пчеловодами
отстоять его, и сегодня приняты нормальные рабочие правила. И пока мы обсуждали это правило, Госдума в 3 чтениях сразу приняла закон о пчеловодстве. И там было предложение запретить применение 1, 2 класса опасности пестицидов, чтобы уже конкретно не могли применять аграрии. Однако аграрии пролоббировали свои интересы. Такого запрета в законе нет. Но спасибо, конечно, Минсельхозу, нас поддерживает пока. Нам удается, чтобы они не применяли. И сегодня по траве идут даже при применении 3-4 класса опасности. Почему погибают, если класс опасности такой, скажем, не опасный? Погибают из-за неумелого применения. Вот, допустим, пример. В прошлом году меня приглашает, звонят, нам часто звонят пчеловоды, говорят, вот прямо за моими окнами начинается поле, и тут приехала техника, агроном, что-то делают, собираются опылять, то есть обработать поле. Пожалуйста, приезжайте, вмешивайтесь. Это было днем. Я поехал, представился, мы уже сразу начинаем снимать, фотографии делаем, видео снимаю, и спрашиваю, ну уже сорняки сантиметров 40-50 поднялись, в это время уже мы даже знаем, хоть не специалисты, обрабатывать уже опоздали с обработкой. Я говорю, вы же опоздали с обработкой, сейчас бесполезно работу делаете. А мы, говорят, тройную дозу даем, тройную. Вот понимаете, тройная доза. Тройную дозу дают, чтобы вот эти сорняки, так скажем, побить, так ведь, тройную дозу. Вот эта доза, превышение дозы, к чему приводит? Есть лекарства, если, допустим, вместо 1 кубика 2 кубика сделать, что летальный исход человека может быть так ведь. Ну и также с пчелами. И потом еще один важный момент. Никаких защитных средств вот, они не применяют. Это, конечно, нам не относится, но просто их самих жалко. Одели маски от ковида. Вот такая маска помогает, у них должно быть обмундирование, как у космонавтов должно быть. Никаких защитных нету обмундирований, так сказать. И даже жалко их самих. Почему так? Потому что мы до сих пор не понимаем, вот какую опасность это несет. Не только пчелам, это нам несет опасность. Попадает в воду, попадает вот в эти растения. Вот сегодня есть такая проблема в деревнях. Куры, говорят, не едят пшеницу, которую покупают у аграриев. Почему не едят? Потому что там такое количество этих остатков пестицидов, вот животные же они различают, вот как, допустим, кошки не все же едят. Мы едим, а вот кошки не едят. Вот птицы, оказывается, не едят. Сегодня деревенские жители ищут пшеницу для кур у фермеров, которые не обрабатывают эти поля. А вот мы из этой пшеницы хлеб едим. Так ведь? Вот откуда болезни наши? Вот поэтому эти проблемы не пчеловодов, это проблемы всех нас, это касается всех жителей. Вот, поэтому хотелось бы обратить, конечно, внимание, но почему-то общество пока очень слабо реагирует вот на такие вот вещи. Шавкат Нурахматович, Бригиная Сон, если одну только цифру дадите, вот сколько пчелосемей в этом году? Есть у вас данные? Погибло? Да. Есть данные? Я пока таких, как, что сказать. Вот знаем, допустим, в Арске погибло 30 пчелосемей у Бабая, вот нашумевшая информация. Но есть еще 3 человека, у которых погибло. Они не хотят, сказали, вот не будут они обращаться. Это у вас, да? Конкретной информации вот, какой такой нет. Мы имеем информацию у тех, кто будет обращаться за помощью. И есть неофициальная информация. Вот, допустим, в 2020 году, в 2019 году какие масштабные потери были. Вот по информации Минсельхоза 3,5 тысячи, а по нашей информации 20 тысяч пчелосемей погибло. Это огромные цифры, это если деньги превратить, это миллиарды получается. Это трагедия для человека, который занимается, вот, который ожидает прибыль, который вот, детей, он же очень много готовит, ожидает получать что-то.
воспитывать, содержать, кому-то что строится, жить же надо на что-то. Понятно. Мгм. Вы что-то хотели добавить, да? Да, по поводу Арского района, да, случай неприятный. У данного пчеловода комиссия выезжала, то, что в СМИ тоже вышло, в интернете вышло, то, что вот определенное, то, что комиссия выезжала и говорила, чтобы удаляли видео, данные, которые выложили. Во-первых, хочу сказать то, что данные пчеловоды, они не обратились ни в ветслужбу, ни в сельхозуправление, где создана комиссия, они просто как бы видео сняли и выложили. Мы, как узнали через средства массовой информации, потому что не были информированы, выехала комиссия, обследовала. По результатам на сегодняшний день то, что у данного пчеловода, во-первых, нет паспорта пасеки. В сельсовете по хозяйственной книге у него он записан 10 ульев, а фактически у него на пасеке, ну, скажем, пасека, потому что выезжала комиссия, там 35 ульев. Да, по просьбе пчеловода, да, комиссия осмотрела все улья, но если так посмотреть, если дальше идти и подтверждение лабораторных анализов в суде, то есть он может возмещать только по 10 ульям. То есть на сегодняшний день даже закон, в федеральном законе есть то, что у гражданина должно быть паспорт пасеки, который вступает в силу. Указ президента. То есть есть проблемы, да, еще в Арском районе несколько пчеловодов, у них, еще раз повторяю, ни паспорт пасеки, и даже в сельсоветах у них по хозяйственной книге нету их. Они не записаны. И у нас вопрос, как мы должны этих пчеловодов, откуда мы их должны информировать, находить, и откуда должны знать, где находятся их пасеки. Они вывозят, например, кто кочует, кто в лес вывозит, кто на поле вывозит, к полям. Мы о них не знаем. Мы о них узнаем после, вот как информация, после обработки, да, они заявляются, но в этом случае по-любому наша комиссия, да, они заявляются, выезжает, проверяет, акт составляется, отбираются пробы и даются пчеловоду. Дальше он с этими пробами едет в лабораторию, сдает на анализ. Дальше уже как по закону, как вину, как бы судебные органы. Виноват хозяйство, не виноват, там уже разбирательство, гражданско-правовые отношения. С нашей стороны, еще раз говорю, то, что комиссии созданы, работают в этих комиссиях и Россельхознадзор, Россельхозцентр, WhatsApp-группы на сегодняшний день даже мы включили представителей Роспотребнадзора. В каждом районе республики есть они представители, они тоже свои, чтобы оперативно тоже рассматривают, как подают аграрии информацию, и в случае заявления тоже выезжают и на это же потравы. То есть с нашей стороны мы всегда готовы помогать. В случае любого сигнала мы выезжаем. Есть районы, которые тоже мы уже с прошлого года и в этом году, еще раз хочу сказать, то, что говорим, не 112 звонить пчеловоду службе потрава, а сразу идти как минимум к руководителю сельсовета. Звонить в сельхозуправление, сразу собирается вот с этими надзорными органами комиссия и выезжает, и берутся, все проводится по акту обследования пасеки. И пока они, если вы вот по случаю Муслюмова выезжали, данный пчеловод, он обратился по 112. Ни в ветслужбу не обратился, ни в сельхозуправление не обратился. То есть мы узнали то, что у него были протравы, то, что гибель пчел по истечению определенного времени. То есть там 3 суток прошло. И то узнали от
МВД, полиции. То есть они к нам обратились, попросили по поводу, как делается расчет ущерба. То есть еще раз прошу, будьте хотя бы пчеловоды, чтобы по хозяйственной книге вы были записаны, и руководитель сельсовета тоже находится с этого года, они все в WhatsApp-группах находятся, в каждом районе. Если только коротко, у нас еще Вот гости по есть. этому Да, вопросу тоже хочу обратиться к пчеловодам. Паспорт пасеки он обязательно нужен. Что такое паспорт пасеки? Паспорт пасеки – это такой же учетный документ, как вот у нас есть паспорта, и у пасеки должен быть такой же паспорт. И мы обязаны каждый год сдавать анализы в ветеринарную лабораторию, показать, что нет никаких заболеваний у пчел, потому что вот при отравлении пчел нам придется доказывать в суде, иск, когда будем подавать, то, что доказывать, из-за чего погибли. Из-за применения пестицидов или из-за болезней, которые, возможно, могут быть. Вот это раз. Потом закон это требует, мы законопослушные люди, поэтому мы должны получать паспорт. И по хозяйственной книге обязательно нужно записаться, чтобы местные власти знали при необходимости, чтобы могли нас оповестить. Но многие пчеловоды, большинство пчеловодов, конечно, это люди старшего возраста, они боятся, что если сейчас учтут, обязательно придет налог, будут платить, опасаются этого. Но опасаться не надо, если захотят внести налог, нас найдут, и налог будет, и все будет, но на сегодняшний день вот такая проблема есть, и надо исполнять требования закона. Мы должны быть законопослушными. Рахмат. Алмаз Газович, расскажите, пожалуйста, о правилах Санпина и как вы оцениваете результаты работы комиссии? Добрый день. Получается, вот с 1 марта 2021 года вступили новые санитарные правила по обращению... Погромче? С 1 марта 2021 года вступили новые правила по обращению с пестицидами. И там ключевым положением является то, что должны соблюдаться санитарные пограничные зоны. Это 300 метров от населенных пунктов и водных объектов. И получается, мы уже с марта этого года начали взаимодействовать, пытались наладить взаимодействие с аграриями, обращались, просили, чтобы поля, которые требуют использования обильных пестицидов 1-2 класса опасности, были дальше от населенных пунктов. Это для безопасности населения. Однако многие проигнорировали данный момент. И, в принципе, если поездить по районам, то можно видеть то, что рапсовые поля, например, которые на сегодняшний день обрабатывают с 1-2 классом опасности, плотно прилегают к населенным пунктам, тем самым это представляет угрозу не только пчелам, но это, конечно, и к людям. И мы, в принципе, когда вот такие случаи выявляем, обращаемся в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор на это реагирует и выписывает предписания и предостережения. По поводу комиссии? Это комиссия? Да, и вот, в принципе, основная проблема вторая – это работа комиссии. И комиссия, получается, допускает уже 2-й год нарушения, ошибки. Это, наверное, из-за того, что пока еще нет достаточно опыта. И на мелочах, например, и кадастровый номер поля, когда отбираются пробы зеленой массы, забывают написать. Или, например, опломбировать пакеты, куда кладутся подмор, перга и так далее. И, в принципе, когда пчеловод обращается в суд обращается, и суд отказывает в удовлетворении иска из-за того, что вот эти нарушения были на начальном этапе, и нет причинно-следственной связи между нарушением и реальным ущербом. После этого пчеловод не может возместить ущерб, даже если очевидно то, что пчелы погибли из-за пестицидов, но вот такая вот сегодняшний день проблема существует. Что-то хотите добавить? Или потом? Нет, по поводу комиссии хотел бы сказать, мы работаем, каждый, кто состоит в комиссии, Россельхознадзор, ветслужбы, они работают по своим инструкциям, у них есть. Это создана комиссия, опять-таки, по нашей инициативе министерства, то, чтобы оперативно сработали, чтобы помочь работе, чтобы помочь пчеловоду.
И я думаю, проблем, то, что никто претензий к нашим данным вопросам, нашей работе нет. То, что, да, в суде вы имели в виду по Тетюшам, суд, мы работу вели с данным пчеловодом, то, что мы его определенные вопросы любому есть, но есть, возможно было подать апелляцию в определенные сроки. Данный пчеловод отказался от апелляции. Там можно было дополнительную информацию предоставить, и дальше можно было решать вопрос. Кадастровые номера, вот еще раз по кадастровым, да, каждый год, в прошлом году это было начало, в этом году есть, мы уже по кадастровым номерам, у нас сельсоветы, еще раз говорю, сельсовет тоже в группах, и они, когда комиссия выезжает, тоже руководитель сельсовета приглашается, и оттуда мы берем информацию, именно в каком поле, вот, например, рапсовое поле, например, вот это, кому принадлежит данное поле, если была проведена данная обработка. И вся информация в сельсовете есть. Даже есть сельхозуправление тоже на сегодняшний день есть по кадастровым номерам. То есть мы уже сейчас эти вопросы там не должны быть. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, вот как вы здесь вот говорили о необходимости лаборатории, вот как вы считаете, какая у нас должна быть своя лаборатория в республике? Да, конечно, у нас лаборатории по факту не только по выявлению пестицидов, там, перитоидов, отсутствие маркеров, сертифицированных специалистов, по большому счету, нет. У нас нет и лаборатории по определению качества меда. Даже пыльцевой анализ мы отправляем в Республику Башкортостан. То есть этот вопрос острый. Я думаю, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в этом моменте будет работать, и на какой-то из баз ветеринарных лабораторий они организуют, закупят оборудование, обучат и сертифицируют специалистов, потому что, допустим, в настоящее время на самом деле, продавая мед, каждый из пчеловодов говорит и хвалит свой продукт, но документально подтвердить, что он качественный, что в нем нет вредных для здоровья людей веществ, мы не можем по факту. Поэтому лаборатория, естественно, нужна, специалисты нужны. Республика у нас мощная, по большому счету, и я думаю, в этом ключе просто нужно работать, чтобы организовать нам в республике. А если по объему вот пчеловодства сравнить Башкортостан и Татарстан, вот насколько вы говорите мощно? Ну вот смотрите, вот лично мое мнение, как пчеловода, так скажем, да, все мы прекрасно понимаем, и у всех у нас на слуху башкирский мед. Все хвалят и говорят там и в России в том числе, что башкирский мед вкусный. Я считаю, что татарстанский мед, он не хуже, потому что в Башкирии, что в Татарстане медоносная база, она в принципе одинаковая. Что липа у нас цветет, что липа в Башкортостане. Единственное, что нужно отдать должное пчеловодам и руководству Башкирии, они смогли создать бренд мед Башкирии, получается, башкирский мед. Мы сейчас, я думаю, наверное, тоже над этим вопросом работаем. Да, Марат Марсович? Чтобы создать бренд татарстанского меда. У нас документы, наш бренд создается уже на регистрации в Москве. Вот буквально на днях пришло решение комиссии, то, что будет определен, то, что все, наш бренд проходит, и будет он Татарстан Балы называться. Где-то к августу нам патент пришлют уже готово. На осень, наверное, где-то. Вот Да, меду, на новый мед мы уже, в принципе, можем Татарстан Балы, это наш по башкирскому бренд меду. будет. Действительно, вот я соглашусь с Дмитрием, у нас одинаковых условиях находимся. Да, там смогли поработать хорошо, молодцы.
Но наш мед, он не хуже. Башкирия у нас мед покупает, между прочим, тоже приезжают, оптовики и покупают наш мед, но потом вот сюда же продают уже под названием башкирский. Поэтому он ничем не отличается. В прошлом году одна башкирка у меня покупала липовый мед, сказала, почему не отличается, это татарстанский разве, говорит? Я говорю, татарстанский, а почему он не отличается от башкирского? Я не знаю, почему он отличается. Он не должен отличаться. Почему он должен отличаться? Мы соседи. И вот мы постоянно, ежегодно проводятся съезды, конференции какие-то пчеловодов, и там проводится конкурс медов. И наши меда получают медали. Ну, золотых не знаю, но серебряные медали мы получали в Башкирии. Это есть, это факт. Просто мы по этому вопросу не работаем. А если по объемам сравнить, то где производство больше? Нет данных у вас? Ну, объем у них лучше, конечно. Ну, у них объем, ну, у нас, в принципе, практически одинаково у нас с ним по объему. Да, мы по своему меду Татарстан полностью обеспечиваем. Нам не нужен ни башкирский мед, Даже вот ни другой. к нам приезжали представители Венгрии, они тоже факт говорят, то, что башкирский мед. Мы, говорит, прекрасно знаем то, что они, покупая ваш татарстанский мед, говорят, что это башкирский мед, сами венгры. Поэтому они очень заинтересованы в этом году тоже. Мы направляли им анализы, на анализы мед наш татарстанский, им очень понравился. И вот надеемся, что с этого года Европа начнет закупать у нас в Татарстане мед. И там будет даже договоренность такая, то, что именно по документам все ветеринарным, и будет именно на какой территории был им собран этот, произведен этот мед, собран мед. Про Татарстан даже вплоть до, например, пчеловода. У него свой бренд, и там будет внизу прописано им Татарстан и район. Это тоже приятно будет всем. Они реализуют свою продукцию в 40 стран мира. То есть работаем в этом направлении. Рахмат. Сұрауларға көше, Дилбер. Дилбер, сөйлесең. Хайырлы көн. Менің екі сұрау. Біріншісі, алдағы 2 елда зиян көрген умарташылар компенсация ала алдылар ма? Һәм икенчесе, быелгы коры һава торышы бал уңышына ничек тәэсир итә фаразларыгыз? Шовкат Нур Ахмедович, сезгәме бу? Микрофон не забывайте, а? Дилбер белән безгә элемтәдә, әйт, елның безгә чыга ул элемтәгә. Компенсация 19-нчы елдан башлаган инде, 19-нчы елны, ну вот в 19 году, давай по-русски буду, в 19 году по компенсациям погибло, вот президент выделил 7 миллионов денег для компенсации. Вот мы до сих пор не знаем судьбу этих денег. Нам говорят, что в свое время не смогли освоить средства, тогда работали другие люди, и ВГБУ пчеловодство, и нас не было, и поэтому Минфин обратно затребовал эти средства. Ну, по России, если взять все дотационные регионы, компенсацию всем пчеловодам выплатили. У нас этого не было. По прошлому году сейчас уже эту компенсацию можем истребовать только у тех, кто, по вине которых погибли пчелы. Вот, по тетюшам мы подавали в суд, однако суд проиграли. Причина в том, вот Марат Марсович затронул вопрос, комиссии не смогли отработать при осмотре пчел, правильно отобрать пробы пчел, пробы материала, пробы растений. Эта проблема есть и сегодня. Вот даже Парску 3 раза пришлось комиссии обратно возвращать в эту же деревню, потому что, к сожалению, не умеют отбирать пробы. Вчера у заместителя министра этот вопрос поднял. Мы договорились, что зимой вот членов комиссии необходимо обучить по этим инструкциям. Вот такая проблема есть. Да.
Я по поводу комиссии, извините, конечно, я не сказал, что комиссия отработала плохо в прошлом году. Просто по решению суда именно суд потребовал кадастровый номер поля. Комиссия также выехала, отобрала пробы, как положено по инструкции, и она дала пчеловоду. А то, что суд потребовал новые документы, конкретно такие, это в данной комиссии это не входит. Просто я сказал, то, что в этом году, да, мы будем дополнительно на основе то, что суду требуется, то, что мы будем это прописывать. Но у нас в инструкции именно конкретно там пробы зеленой массы были отобраны, все, как положено, все документы в зеленой массе. В суду было предоставлено то, что, да, подтверждается то, что наличие химикатов. То есть мы отработали. Я не говорю, что комиссия плохо отработала в прошлом году. По этому вопросу у нас разные взгляды. Комиссия не выезжала в поле для отбора зеленой массы. Вот правдивая информация. Вот когда в суде выявилось, что там нет кадастрового поля, мы начали писать, вот с марта месяца пишем письмо в Минсельхоз, чтобы обратно комиссия, вот юристы нам сказали, что нужно дополнение к акту отбора внести, надо уточнить координаты поля. Мы написали письмо Минсельхозминистру, что по новому выставили комиссию. И 3 месяца мы не смогли добиваться. И выяснилось, в конце концов, что комиссия, она вообще не выезжала для отбора пробы массы. Пчеловод сам привез. То есть это доказательством не является. Нас консультирует профессор одного из российских университетов, юрист, который занимается юридической практикой. Он сказал, давать апелляцию в суд бесполезно и не ходите. Вот, и поэтому почему мы не должны верить целому профессору? Мы работаем в контакте, поэтому проблема сегодня. Мы написали прокуратуру жалобу, чтобы дали правовую оценку тем людям, которые комиссионно выезжали для отбора проб. Этот вопрос мы не оставим. Мы будем до конца добиваться, будем обращаться в следственные органы. И хотим сказать, что и по итогам этого года мы придется в этом вопросе к некоторым товарищам, так скажем, приглядеться получше. И будем обращаться и в Роспотребнадзор постоянно пишем. Вот позавчера отправили жалобы по августу природоохранную прокуратуру. Она реагирует хорошо, спасибо им. Роспотребнадзор реагирует тоже. Вот Алмаз затронул вопрос, то, что 300 метров защитная полоса около населенных пунктов и водоемов не должны вообще обрабатываться пестицидами для того, чтобы защитить здоровье людей. Сегодня вот в любой деревне видно, вот зацветает рапс, желтое, вот деревня, вот дом, вот порог дома и начинается поле. И там обрабатывают. Вот в прошлом году был репортаж ТНВ, по-моему, снимала с Высокогорского района. Люди жаловались на отравление, на тошноту. Да. Есть статистика американская, обратно наших нету. Около 20 тысяч людей погибают из-за вот таких вот отравлений. Она есть, у нас, конечно, нету, но это проблема. Нур Ахмедович, на второй вопрос дайте, пожалуйста, ответ. Засуха вы. Бал уңышына быйыл ничек тәэсир итә фараза? Да, вот Курыхова вот эта засуха, она сегодня, в это время уже мы качали мед. К сожалению, меда пока нет. Можно сказать, полупустые улья. Качать пока нечего. По меду очень плохо на сегодняшний день. Если погода, надеемся, уже молимся, чтобы Всевышний так дал нам дождей. Но время еще есть, месяц, в июле, может быть, доберем. Если еще подсолнух зацветает, будет другие медоносы есть. Но сегодня стоят пчеловоды в основном на липе. Липа зацвела, однако пчелы липу не посещают. Есть, конечно, там 2-3 килограмма, а она в это время могла дать и по 15 килограмм. Вот, поэтому не радужные пока. Ни өчен юкәгә бармый шуны да аңлатсагыз? Отсутствует влага, жара,
Вот она очень капризная культура. Вот самая хорошая температурная погода это где-то 25 градусов днем и теплые ночи 18 градусов. И влага нужна. Влага нужна. Вот в прошлом году у меня стояло, допустим, вот в той деревне, где стоял, рядом было озеро. Вот в этом году повес, там озера нету, все высохло. Нет озера. То есть влаги нету. Спасибо. Шамиль, вопрос будут? Нет? Нет, Бергина сұрау. Гүлзия Брахим, Татар Информ. Мына әйттегіз бит әле шул система WhatsApp төркемнәре белән. Анда һәр район өчен аерым төркем булып чыгамы? Чөнки күрше районнар бер-берсе турында белмәй дидегез. Мына алык мен Чирмеша районында торам. Чирмеша районында бит. WhatsApp төркеме ачтык. Ул оповещение дип көйдек без аны. WhatsApp'та бар төркем, бар эшче төркем, умартачылар җыелганда инде кем анда сораулар бирә, мына ничек инде умартаны карарга, нинди сораулар бар, яшьләр, улылар әйбит, төрле мәгълүматны бүлешәбез, каян нәрсә алырга. Бар ачтык инде хәзер оповещение, бу оповещение по обработкам, бу именно хәбәр бирү төркеме. Мына Чирмешаның төркеме бар әйбит. Анда Чирмешаның умартачылары бар. Мына безнең күршедә, мына мин әйтеп киттем бит әле, Буа районында бүген безгә хәбәр килде, агулаганнар умарталарны. Һәм агулаганнар Тәтиш районыннан булган агулау, Буа районында умарталар үлгән. То есть мына Буа, мына безнең мына Чирмеша районында бар оповещение группасы умартачылар бар. Мына безгә терәп торган Аксубай районында әйбит нәрсә булганын без белмибез. Мына бар Кыязлы дигән авыл, анда бүген рапс чәчкәннәр. Бар аның янында Кади авылы 3 километр. Мына шул ике авыл арасында мәгълүмат юк, әйбит. Алар белмиләр, бездә нәрсә булган, без белмибез, арда нәрсә булган. Мына бу группалар бүген ябык. Инде мен Марат Марсовичка инде кичә дә әйттем, бүген дә әйттем, Марат Марсович, группаларны ачыйк, без бит Татарстан эчендә бер теге мәгълүмат ни булсын инде ул пространство булсын. Без нәрсәгә ябабыз аны? Теләгән кеше кирсен, әйбит, кирмәде икән, үзе гаепле була кеше. Без шартлар тудырырга тиеш аларга. Мәгълүмат алу чараларын. Менә районда 200 мартачы бар, 30-ы кергән, 30-ы кергән, 170 битаның юк. Әмма ләкин авылдан берсе кергән икән, ул кеше башкарга җиткерәләр. Безнең бит мына бүтән чараны кулларга кирәк бергәнсе кендә мәгълүматны җиткерергә шушы WhatsApp төркемнәре алар эшли, әбиләр бабайлар юк дибез дә, әбиләр бабайлар күбрәк утыралар. Instagram'да карасаң, бүтән әби Instagram'да утыра бит. Алар бөтенесендә телефоннар хәзер. Алар алалар аны. Но мына бит мәгълүмат бирү WhatsApp төркеме оповещение бит. Бу бит мәгълүмат бирү генә, бу куткармый, это не спасает от отравления. Для чего это нужно оповещение? Чтобы, получив оповещение, допустим, там пишут, будем обрабатывать первым классом. Мы видим, что все, это смерть. Вот, допустим, сегодня пчелы стоят, вот представьте, ульи, это тумбочка, так ведь? И на высоту 3 тумбочки, 4 тумбочки стоят. Вот они так стоят сегодня. Мы наращиваем пчел к медосбору. Там бывает до 100 тысяч насекомых в одном улье. Представьте себе, вот как его перевести, куда увезти, это невозможно. Невозможно. И поэтому, получив оповещение, сообщение, мы выходим на контакт к агрономам, говорим, родной, вот здесь столько пчела семей, мы не можем его перевести, поменяйте препарат на более безопасный. Есть 3 класса, 4 класса опасности препараты. Вот по августу тоже. Вот как с Алмазом познакомился. В прошлом году звонит, вот молодой парень звонит, Шавкат Абаев, я, говорит, с Муслимовского района, тут собирается обрабатывать 1-2 классом, у меня, говорит, пчелы сильные, я перевести не могу, они умрут. Я нашел телефон агронома, Антон, познакомился, ты, говорит, откуда? Я, говорит, приехал с Алтая, у меня, говорит, большой опыт, а мы знаем, какой там опыт в Алтае, это самый большой потрав в Алтае. Меня, говорит, не волнует пчелы. Я говорю, как не волнует? Там люди веками жили. Зачем традиции местных людей вы не считаетесь? Человек всю жизнь там жил, у него земля, пчеловод землю там оформил, у него законное место. Он имеет там по закону содержать пчел. У него, допустим, у кого по 100, по 200 пчел семьи, они не вывезут. Они не вывезут. Если вы сажаете рапс, вы должны знать, что там есть пчеловод и считаться с ним. Ну как это вот, допустим, он говорит, мы посадили рапс, вы сейчас увезите своих пчел.
А вот мы же стояли до этого, пока вы там посажали рапс. Вы же вели, что пчелы есть. Но вы планируете работать таким образом, чтобы подальше сажайте. Приобретать такие препараты, которые безопасны, 3-4 класс. Вот они не хотят с этим считаться. Но таких немного, конечно. Вот по своему району хочу сказать. В прошлом году 3000 гектаров посадили рапса. И все эти поля около наших деревень, прямо вот за околицей. И я обращаюсь к руководителю Рустам Султанович, говорю, вы же, это же гибель, говорю, весь район сейчас положите пчел. Он говорит, Шавкат, а мы будем обрабатывать 3-4 классом, ни одна пчела не погибнет. Если погибнет, сам лично возмещу. Вот когда он сказал сам лично, вот уже успокоились. И тревожно было, конечно, было. Начали обрабатывать ночью. И, слава Богу, ни одна пчела не погибла. Вот я говорю этому агроному, Августовскому, я говорю, вот, ну приезжай в Черемшан, 3000 гектаров посадили, вот они могут обрабатывать, а почему вы не можете 3-4? Я, говорю, не верю вам, понимаете? Вот какие у них знания, им наплевать, вот есть некоторые такие, на других людей, чем человек занимается, лишь бы свою выгоду извлечь. Но в основном агропроизводители добросовестные, добропорядочные, и благодаря таким только удается сегодня держать ситуацию в контроле. Рахмат. Наше время истекло. Спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы будут, вы можете их потом задать. Рахмат. Спасибо всем. Рахмат. Спасибо.